тебе не обязательно кем-то другим становиться, особо. Но предпринимает мало, потому что от Предпринимает государства мало, да. нет. А УЦА переоценен. Короче, мне кажется, если ты хочешь стать журналистом, тебе надо понять главную мысль. Потому что, короче, ты будешь хотя бы кайфовать. Потому что мы же... И важно, чтобы из бюджета выделялись на это деньги. А не постоянно ощущение, что недостаточно кто-то, недостаточно что-то, да. Скажу, что в среднем, мне кажется, наша зарплата у многих журналистов, именно в Бишкеке, да, не в регионах, я думаю, это примерно 300-400. Адамдар, всем здравствуйте, спасибо большое, что смотрите. Сегодня у нас в гостях Азат Рузиев. Азат расскажет о себе сейчас детальнее, да, Азат? Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласили. Расскажи, пожалуйста, кто ты, чем занимаешься, где учишься, где учился? Так, меня зовут Азат, как уже было сказано. Я работаю, теперь уже точно работаю, у нас есть инстаграм-страница, мы называем это медиа-организацией Башта. Обязательно подпишитесь. Мы делаем очень крутой контент, мы генерируем новый контент. Это очень важно, потому что, мне кажется, в Кыргызстане немного проблем с журналистикой всем, потому что... Я снизу напишу, unpaid реклама. Да, потому что, мне кажется, журналистика все время говорит транслятором информации, а мы создаем, генерируем, создаем новый смысл, по крайней мере, стараемся. Поэтому подпишитесь на Башта. Я до сих пор еще учусь, кстати. Я как-то бросил университет, это была хорошая затея, мне кажется. И теперь я учусь, и мне надо еще отучиться 1,5 года, чтобы собрать свой диплом о бакалавриате. Ты вот сейчас где учишься? Я сейчас учусь в Будапеште, Венгрии, но потому что коронавирус. И мне, кстати, повезло, честно говоря, к этому. Потому что ты одновременно работаешь. Да, могу здесь в Кыргызстане остаться и учиться, хотя я уже давно не ходил на пары, я, наверное, уже 3 недели не ходил ни на одну пару. Бакалавриат, а специальность? Международные отношения. А что? Да, я вообще... Короче, я не очень особо, честно говоря, хотел учиться, но когда я уходил с университета, родители мне сказали, папа сказал, что я должен пообещать когда-нибудь что-нибудь закончить. Давай вот хронологию установим. Сначала, могу оглашать, сколько тебе лет? Да, 24. Да, Азату 24 года, да? Да, 24. 24, и 24, да, 24, и он на данный момент учится в университете в Будапеште. В Будапеште, Венгрии, да. В Венгрии работал журналистом или видео... Да, я был видеоредактором в Клопе. Видеоредактором в Клопе. Да, потом я еще... сейчас параллельно еще делаю какие-то международные проекты. Например, сейчас мы делаем для NPR. Я также выпускал материал на BBC, какими-то международными изданиями работал. Я, по-моему, работал фиксером для Guardian, и для локальных изданий какой-то контент делал. И параллельно ты сейчас занимаешься своим проектом вместе с кем-то, да? Это Да, Башта. Я понял, что я не хочу больше работать на белых людей Запада, а хочется, знаешь, работать здесь для себя. Мы все, кто сейчас работает в Башта, мы работали в Клопе или в других медиаорганизациях. Например, Нур Джамал работала в Евразии, она написала материалы на английском языке про политику. Мы с Телеком в Клопе задавали видеоконтент, потом в Клопе остался, я ушел уже из-за учебы. Потом в какой-то момент мы решили вместе снова собраться и начать делать что-то свое. А мы еще все одноклассники, потому что как-то... Да, Клоп создавал спецкласс специально для журналистов. Это был обычный класс в школе, в 4-й школе. И там был класс, который назывался буквой «Ж», был обозначен. Класс журналистики, да. И у нас были предметы связаны. Ты мог сделать исторический материал, который тебе проверит учитель по русскому языку, учитель по истории. А 4-я школа это где? Это в районе 1000 мелочей по Гоголя. Гоголя Огунбаю. То есть ты отучился 11 классов? Да, отучился. 10 я не до конца учился, потому что в 10 классе я по флексу уехал в Америку. И потом я вернулся, отучился 11-й, потом я поступил в АУЦА. В АУЦА у меня был International Business Law. Ты в АУЦА поступил, а потом... Год поучился, потом через год что-то я решил поработать больше. Вот что сподвигло тебя на работу? Короче, мне показалось, что АУЦА переоценен. А я до сих пор думаю, что АУЦА немного переоценен. При этом, мне кажется, АУЦА реально очень хороший университет, там были очень крутые преподы, мне очень дико нравились. Вот Сания Тахтагазиева, кстати, которая всем известна, она была моим преподом по конституционному праву. Она реально крутая. И другой чел, который в политической партии Кыргызстан, нет, в республике сейчас, и он тоже был нашим преподавателем, он преподавал уголовное право. Там были очень хорошие преподаватели, но я понял, что все равно АУЦА переоценен, и я больше получаю, когда я сам учусь, именно в моменте работы.
И мне постоянно не хватало знаний, не хватало. Я хотел больше, больше, больше. Я, короче, решил уйти и уехать куда-нибудь за рубеж. То есть как получилось так, что ты в школе еще учился в классе Ж, журналистика, да? А потом вообще поступил на юриста, как я понимаю? Да. А потом сейчас в Будапешт поступил вообще на международные отношения. Я вообще ко всему очень легко отношусь. Я смотрел «Форс-мажоры», сериал про юристов, поэтому, когда делал выбор, на кого поступать, я подумал, ну, пойду на юристов, потому что меня так сильно вдохновил сериал. Когда я выбирал международные отношения сейчас, я подумал, что университет очень бессмысленная вещь. Я надеюсь, когда университет все закроют в мире, потому что бессмысленной держит, нет ничего на свете. Потому что 4 года тратить времени, это дофига. Хотя сам учиться по сей день, да? Да, я такой, ну ладно. Зато мне нравится все, что связано с политикой. Прям, это типа my passion. Я очень люблю все, что политические новости, мне прям нравится читать. Я ничего не разбираюсь в этом, вообще не ставлю себя экспертом никаким образом. Просто мне это нравится. Поэтому подумал, ну, хотя бы я буду на тех парах, где об этом говорят, и мне это будет нравиться. Ну, для расширения общего кругозора. А как получилось так, что ты потом... Вот первая твоя работа, официальная работа после того, как ты ушел в АУЦА, было что? Ну, Клоп. Я был, получается, уже штатным видеооператором, потом уже видеоредактором. И там я уже прям полноценно работал. И ты работал в Кыргызстане, в Бишкеке? Да, в Кыргызстане, в Бишкеке. Потом спустя какое-то Сколько время ты решил проработал? поступить. Я там около 2 лет прям штатным. Какие новости тебя больше всего вдохновляли, какие новости больше всего разочаровывали? Ну, мне кажется, профессиональная деформация произошла. И не только из-за Клопа, а в целом из-за журналистики. Ты очень цинично ко всему относишься, и ты воспринимаешь все негативные новости, как позитивные новости, как черное-белое. И ты Это в целом... Ну, когда говорят, что произошло какое-то происшествие, кто-то умер, или что-то какая-то беда произошла, ты не относишься к этому с какой-то эмоциональной привязкой, ох, как больно, как жалко людей, относишься к этому как к новости, что-то случилось. Надо это осветить или что-то Да, сделать? надо светить. И это на самом деле это плохо. Я не говорю, что так должно быть. Мне кажется, это плохо. И ты теряешь какую-то человечность. Поэтому все новости для меня были грани одного. Мы смотрели по критерию, что важно для общества, что мы считаем реально важным. И что в Клопе мне всегда нравилось. Просмотры, конечно, очень важны, потому что это критерий, насколько хорошо ты работаешь. Но самое главное, у нас были какие-то, до сих пор в Клопе стандарты журналистики, ты придерживаешься их. Ты понимаешь, вот это реально важно для общества. Ты пишешь не потому, что это хайпово, да, а потому, что ты считаешь это важным. И даже, может, люди сейчас это не поймут, но спустя 10 лет они откроют эту статью и поймут, что это было на самом деле важно. Это был какой-то исторический материал. Это всегда мне в Клопе нравилось. И, ну, что мне всегда нравилось, это, наверное, мы очень много освещали судебных процессов. Когда я еще был в школе, мы ходили на суды к Ташиеву, Джапарову, Мамытову. И ну, ты в школе видел их за решеткой, сейчас они при власти, у тебя такой немного диссонанс. И это очень странно все это. Ну, короче, все, что связано было с политикой, мне всегда нравилось освещать. И ты прям первым рвался туда? Да, и потому что ты же молодой, наивный, и тебе всегда хочется... Сколько тебе было лет? Потому что я знаю, что в Клопе изначально вообще, когда Клоп только-только зарождался, я тоже не сильно старший человек, который может это все помнить, но я знаю, что там работали в основном там 15-14 лет. В голове у меня вот этот вопрос был. А насколько это легально вообще так работает? Не, ну, по закону все нормально, формально там все хорошо, и я думаю, все люди, которые пришли не в несовершеннолетнем возрасте, они прям заметно сильно выросли. Мне было 13 лет, когда первый раз в Клоп пришел. 13? Да. Это 7-8 класс? 8 класс, да. Школа журналистики, на 3 месяца в Бишкек приехал. Я с Каракола вообще сам. И я условно приехал из провинции в Бишкек, в столицу. И для меня все было новое. Я немного был потерянный, когда по городу гулял. Ага. И я такой, о, вот это столица, это круто. Я думал, Бишкек, такой крутой город. Мне до сих пор Бишкек нравится, но тогда, конечно, мне казался просто центром вселенной. И спустя 2 года ты поступил... И спустя, да, получается, Ой, на 8-м... 3 года. Да, получается... Нет, спустя, получается, 2 года, да. Они открыли спецкласс. Я такой, окей, я буду учиться типа в спецклассе. И, получается, я в 9 классе учился 2 раза из-за Клопа. Я закончил 9 в Караколе. Ага. Потом они сказали, мы открываем спецкласс, только он будет с 9 класса. Тебе придется обратно 9 учиться. Я такой, ну и пофиг. Типа, я пошел в 7 лет в школу, поэтому не так страшно. Или в 6 лет. Не, я помню, в 6 лет пошел в школу. Поэтому я подумал, ничего страшного, пойду еще раз отучусь. Поэтому в 9 2 раза отучился. В итоге в школе я учился 12 лет. И ты вот из Каракола переехал сюда? Да, и получается в 14 лет я переехал далеко от родителей. И ты тогда... здесь жил один? Да, ну нет, вначале жил с одноклассниками, а потом один. И это, не знаю, не было, наверное... Короче, мне кажется, в жизни, когда у тебя происходят какие-то некомфортные ситуации, проблемы, ты просто развиваешься со скоростью света. Я впал в те ситуации, которые
всегда, типа, за мной стояла мама, типа, она вся дома убиралась, готовила, да, там, все делала. И вдруг мне нужно делать все самому, и надо себя контролировать, надо считать финансы, и надо еще заниматься работой. И тебе, короче, 14 лет, ты ничего не знаешь, ты такой навеселе и одновременно развиваешься. Ну, это был такой хороший опыт. А не было такого, то, что, все, freedom, да, все, я пойду сейчас тусить, я не знаю, Мне кажется, крутить. этого не случилось только потому, что я попал в клоповскую среду. И в клопе как-то мне повезло, что я в клопе был, и там какая-то вот такая среда была очень продуктивная. Они тебе говорили всегда, просвещайся, читай. И, наверное, благодаря клопу не было вот такого желания куда-нибудь там в сторону идти резко. И сколько ты проработал в клопе? Если не штатно, то дофига лет. Прям очень много лет. Это с 14, условно, до 19 лет. Получается, это очень много, да. Не так-то и много. Ну, хотя по стандартам... Но потом еще 20-21, все равно какие-то общие проекты были. И сейчас, честно говоря, мы тоже с клопом тесно работаем. Например, недавно у нас были выборы президентские и парламентские, которые привели к событиям в стране. И там мы координировали один из крупных проектов в клопе. Мы работали с наблюдателями, мы набрали наблюдателей буквально практически в каждом городе в стране. И мы координировали большой проект, мы хотели сделать так, чтобы выборы прошли честно. Но в итоге все прошло... Все прошло ровно так, как, наверное, все и ожидали. Ужасно. Вот касательно этого, как это по-другому можно вызов, да, сказать? Получается, человек растет... Ну, твое мнение о том, что человек растет только тогда, когда у него есть вызов. Да, потому что, для меня это аксиома. Я не хочу делать так, что истина должна быть для всех, но я считаю, что единственный способ развиваться – это когда ты себя ставишь... Под угрозу. Не под угрозу, под риск. Я не хочу делать только вывод, что тебе всю жизнь должно быть некомфортно. Нет, должно быть, мне кажется, человеку очень кайфово и хорошо. Но если ты хочешь развиваться, хорошо, когда ты сталкиваешься с какой-то проблемой или с чем-то... Ну, не то, что проблема, не знаю. Короче, когда ты ставишь из некомфортного положения себя в некомфортное, только при таком условии ты можешь развиваться. Потому что там, где комфортно, и ты все уже знаешь, ну, ты там вряд ли будешь развиваться. Ну, слишком уже все хорошо там. Согласен. И вот, следовательно, ты можешь сказать о молодежи в Кыргызстане, потому что раз уж ты был в Караколе, насколько я знаю, не хочу делить по регионам, да, Кыргызстан, но именно из региона вот Иссык-Куль очень много крутых людей. И у меня это в голове всегда было так, что я вот просто гидом же работал. Я всем туристам такой, потому что у нас священное озеро. Шучу, конечно, не так рассказывал, но когда мы туда ездили, я прям вот вспоминал всех писателей, всех поэтов, всех творческих личностей, потом рассказывал, какие крутые люди оттуда выходили. Вот почему-то все знакомые, которые в Олимпиадах выигрывали, которые получали золотые сертификаты, которые улетали, я не знаю, по флексу, да, куда-то, и большинство из них были вот из Иссык-Куля, или это у меня в голове вот это шаблонно было. Как ты думаешь, так ли это, и как ты относишься к молодежи вообще Кыргызстана? Сложно объективно ответить, потому что я сам с Иссык-Куля, конечно, каждый будет хвалить свое болото. Но по ощущениям, мне всегда казалось, что очень много, действительно, как ты сказал, мне знакомых лично людей, которые из Каракола, например, есть предприниматели, программисты, которые работают в Силиконовой долине, находятся в Америке, они все с Каракола. Вот-вот. И ты с некоторым лично знакомым, ты думаешь, о, так круто, и почему-то эти ребята именно с Каракола, ты думаешь, ну это клево. Я не знаю, реально такова корреляция или нет, не хочется преждевременные выводы сделать, потому что я реально не знаю, просто по ощущениям так кажется. И что хорошо, в Караколе действительно есть много мест, где ты можешь развиваться. Это, например, библиотеки, американский уголок и много волонтерских организаций. Ты перечислил все то, что есть в других регионах. Но нет, я сделал исключение. Короче, в Караколе вот эти волонтерские организации, библиотеки, они не такие, как, мне кажется, в других регионах. Они привлекают. Да, ведут очень, ну, по крайней мере, когда я там был, они вели очень активную деятельность, и это прям сильно завлекало. И самое главное, там нечем заняться, кроме этого. Ты идешь или, я не знаю, ты, конечно, если у тебя там семья есть, поле, ты помогаешь родителям, да, с чем-то, со скотом, с полем, но у тебя очень мало возможности, чтобы как-то свободно провести время. Ну, не такой большой выбор. И у тебя есть возможность пойти в организацию какую-то, что-то приятно поделать, и при этом с кем-то познакомиться, потусить. Да. Волонтерство всегда, мне кажется, такая чиловая вещь, ты тусишь, делаешь что-то благое, этого не осознаешь, но при этом с кем-то знакомишься. Для меня это всегда было такой вещью. Я никогда не воспринимал это так, знаешь, альтруистично, что вот, типа, я делаю что-то хорошее. Я всегда воспринимал волонтерство так, что, типа, это место, где я развлекаюсь. Ну, мне было, типа, знаешь, 13-14 лет, а как я мог подумать, что
я приношу какое-то благо для общества. Мне, конечно, это впаривали, я особо это не понимал. Я ощущал лишь кайф от того, что я знакомлюсь с новыми людьми, и мне кайфово с ними. Но в те моменты, когда, например, я волонтерил в лидерстве, мы ходили типа, в детский дом, там, делали что-то из подручных средств, потом продавали это там, и каждый год на Новый год делали им подарки, ты все равно как-то понимаешь, а вот что-то такое благое есть. Ты с кем-то работаешь, с уязвимыми людьми, ты думаешь, ну, наверное, что-то хорошее делаешь. Но тем не менее, короче, мне кажется, в Караколе хорошая среда, и она, ну, не знаю, мне так кажется, что, может, поэтому как-то так получилось, что там много таких крутых людей. Да, но точно так же, да, по моим ощущениям, тоже не прямо из Каракола, а в целом из региона, да, очень много крутые люди, потому что людей выходят, и я это всегда соотносил с тем, что воздух чистый, все круто, все супер, то, что у человека есть, точнее, вот мозг, он развивается, и есть условия для развития. Условия в том плане, что ничем тебя никто не отвлекает. Там, по-моему, многие, кого я знаю, вот они живут в квартирах, и, как ты и сказал, есть всякие уголки волонтерские, да, эти проекты. Вот. Но так или иначе, да, это нужно подтвердить. И дальше вот это, исходя из этой темы, про молодежь. Можешь ли рассказать что-то про молодежь у нас в Кыргызстане? Как ты думаешь, какая у нас молодежь в Кыргызстане? Как ты относишься к ней? Считаешь ли ты, что у нас такая не то чтобы развивающаяся, или, может, развитая, да, молодежь, или пробивная, я не знаю, или, наоборот, ленивая? Я вообще очень рад, с одной стороны, что в Кыргызстане очень много молодых людей. Я не знаю, ты замечал такое или нет, когда ты едешь в другие страны, даже в другие города, ты на улице чаще видишь людей среднего возраста или пожилых. В Бишкеке, в целом в стране, у нас очень много молодых людей. Это наш главный ресурс. Ну просто очень много молодых людей. Ты такой редко в других странах встретишь. Очень много молодых людей. И это кайфово, мне кажется. Очень клево жить в среде, где все молодые вокруг тебя. И тебе кажется, ну, ты молодой, вокруг тебя все молодые. И мне кажется, это наш главный потенциал нашей страны, это наша молодежь. Просто как трудовой класс. Просто молодые люди могут больше работать, и они должны работать, что надо жить. А касательно, что я насчет думаю молодежи. Мне кажется, у нас прекрасная молодежь. У нас, мне кажется, очень клевая молодежь. Я не знаю, может, потом другая проблема, что, может быть, я захожу в своем бабле, да, таком информационном, и мне кажется, что все такие крутые. На самом деле нет. Когда ты в регион едешь, ты просто общаешься с ребятами там в школе, ты видишь, ребята, людей в глазах ты видишь искру, они хотят развиваться, заниматься. И, конечно, не все это могут позволить. И это касается не только регионов. Я когда в АУЦА учился, я спрашивал своих однокурсниц, я говорю, вот они платили просто полный контракт, а я половину. Я спрашивал, почему вы не уедете за рубеж? Вы дофига так платите денег? И ответом было то, что их родители не отпускали, потому что они девушки. То есть это... такая вещь, если девушки опасны или рано, я не знаю, что там на Западе могут сделать с кыргызскими девушками, я не знаю, что в голове у родителей было. И, я такой, вот это интересно. И в принципе, такие же проблемы ты видишь в регионах. Мне кажется, просто... Нам всегда кажется, что люди с регионов, из Бишкека, они очень разные. По мне, не все так драматично по-разному устроено, мне кажется. Я вообще думаю, что у людей, которые живут в не очень условиях, конечно, больше проблем, но и больше желаний, и больше мотивации выбраться оттуда. Поэтому, мне кажется... Опять-таки к вызовам, да? Да, к вызовам. Живешь в Караколе, вся твоя главная цель, которая построена... Это выбраться. Ты, хочешь выбраться как можно дальше. Когда ты живешь, я не знаю, я просто про Каракол буду говорить, я не буду говорить там про Талас, наверное, я не знаю, как там ребята думают, но мне кажется, там примерно такой же паттерн в голове. Ты живешь настолько плохо, и ты видишь благодаря социальным сетям и телевидению другую картинку, и ты хочешь жить как другие, и ты сделаешь все ради того, чтобы выбраться оттуда. И неважно, сколько много ты будешь читать книжек, учить английский, ты просто, ты наберешь 120 по TOEFL, чтобы просто уехать за рубеж и бесплатно учиться, потому что твои родители не смогут это оплатить, но ты сделаешь все, чтобы это сделать. И мне кажется, многие люди, которые у нас поступали за рубеж, это не обязательно ребята из Бишкека, многие из них, мне кажется, из региона, потому что у них огромная мотивация это сделать. То есть, вот и снова, да, вот этот вызов, чем больше не проблем, скажем, а вопросов, которые нужно решить, тем больше человек становится универсальным и такой решающим и ответственным за свою жизнь. Да. Потому что, мне кажется, когда ты в городе живешь, ты все равно более в комфортной среде растешь. Я сейчас не хочу так прям сильно обобщать, потому что я понимаю, что у всех все разные, все по-разному, конечно, и все по-разному это все ощущают, по-разному все это воспринимают абсолютно. Но в целом у меня есть ощущение, что ты когда живешь в городе,
у тебя нет настолько очень больших амбиций, ты не будешь к этому прилагать так много труда и упорства, как человек, например, из региона. Мне так кажется. Исходя из того, что, например, есть, ты же сказал, что лучше бы университеты закрылись, но в то же время это учишься. Что ты можешь сказать абитуриентам сейчас? Потому что вот были видео, где я снимал, и вопросы по сей день задаю, типа, вот и смолоке, там, расскажите про университет. Я такой сижу, думаю, блин, я же вообще не эксперт в этой части. Ну, ты учился? Я по сей день учусь на магистратуре, я хотел тоже поступить куда-нибудь за границу, но вот по обстоятельствам не семейным, а в целом по ситуации мы с Айзат решили здесь остаться, вот, и пока что учимся здесь. Я у тебя бакалавриат, значит, есть, правильно? У меня бакалавриат, А ты где учился? есть. Я в КРСУ учился. На кого? Межкультурные коммуникации, это часть культурной антропологии, мне кажется. Вот, и что ты можешь предложить, сказать? Про абитуриентов? Да, потому что, мне кажется, у них сейчас в голове такой диссонанс, типа, этот Байкей говорит о том, ну, имеется в виду, этот Азат говорит о том, что вот он лучше бы закрыли университет, а в то же время сам он учится. Да, ну, я сейчас... Короче, я не в роли родителя, эксперта, это мое субъективное мнение. Оно просто основано на том, что мне кажется истинно, лично для меня. Я думаю, что первая аксиома, которая у меня есть в голове, не всем нужно идти в университет. Потому что многие востребованные профессии не требуют так много времени. Чтобы стать хорошим программистом, да, или востребованным там дизайнером, или, я не знаю, там клево снимать, быть журналистом, не надо идти в университет. Достаточно пройти какие-то курсы, и во время практики ты сильно научишься и сэкономишь уйму времени, и, возможно, если ты будешь учиться на контракте, еще и уйму денег. А одновременно я считаю, что если ты выбрал путь обучения, это очень кайфово. Возможно, ты в жизни не применишь ни одно из тех знаний, которые ты получал в университете, потому что когда мы сдаем экзамен, на случай мы все забываем. Но в целом, возможно, у тебя просто фундаментальный какой-то общий кругозор вырастет. И всегда приятно общаться с людьми, которые больше читают, потому что ты чувствуешь, как клево вести беседу с интеллектуальным человеком. Это всегда очень кайфово. И люди, которые, мне кажется, много читают, может, они не так, на самом деле, где-то узкие специалисты, но просто с ними приятно вести диалог. Но самое главное, мне кажется, почему надо людям идти в университет, это ради коммуникации, ради общения, ради чего-то такого. Поэтому, мне кажется, если вы идете в университет, не думайте, что университет – это про то, что вы должны читать книжки. Я думаю, нет, вообще не То про есть это. университет – это больше как нетворк, да, такой? Да, нетворкинг, мне кажется. Среда, где ты должен развиваться не просто духовно, да, а именно по части, я не знаю, находить друзей, связи. Да, потому что, мне кажется, все современные профессии, они требуют этого. Тебе, короче, нужен этот скилл. Ты можешь, конечно, стать интровертом-программистом, но я не думаю, что далеко так пойдешь. А еще, мне кажется, почему я говорил, что университет надо закрыть? Потому что, мне кажется, в Кыргызстане это просто... Они бессмысленны. Вот это правда. Я считаю, что большинство университетов в Кыргызстане, они выдают диплом, но ни капельки не дают знаний. В целом, как устроена наша система образования, на коррупции, взятках, мне кажется, это абсолютно бессмыслица. Я просто считаю, что очень странно идти в университет, сидеть на паре, там, смотреть что-то на ютубе, а потом платить за диплом, и потом думать, что диплом тебя приведет к чему-то. Короче, моя главная мысль. Не думайте, что диплом – это основа вашей жизни, что типа благодаря диплому вы что-то, короче, где-то станете счастливым. Не будет такого, что вы получили диплом, потом сразу хорошую работу, где-то в красивом офисе сидите. Такого нифига не будет, к сожалению. Ну, если только не связи, да? Да, и мне кажется, мне кажется, когда учатся, может быть, из детей чиновников, может быть, в их случае это проканает. Но в большинстве случаев, мне кажется, это бессмысленно. Еще, мне кажется, у нас переоценены многие профессии и недооценены другие. Например, когда мы говорим про горную промышленность, я не знаю, там, все вот такие узконаправленные специальности, там, слесари, я думаю, это очень крутые профессии, но почему-то в головах у людей есть мысль, что надо обязательно сидеть где-нибудь в рубашке, где-нибудь в офисе красиво работать. Ну нафига это делать, если это не твое? Мне кажется, нет, не надо, и тем более за это много не платят. Поверьте, что сотрудники в банках очень мало получают. Ну, они не получают больше 30 тысяч, там, больше 20 тысяч. Многие, которые люди начинают работать в банках. Тебе комфортно сейчас рассказать свою зарплату? Я не стану ее говорить по некоторым причинам. Но я тебе так могу сказать, что мне ее хватает. Очень классный ответ. В целом, давай возьмем, вот сколько зарабатывают журналисты у нас Очень в Кыргызстане? мало, очень мало. Короче, мне кажется, если ты хочешь стать журналистом, тебе надо понять главную мысль. Ты, идешь в эту профессию, это как призвание, как учитель-врач. Ты, нифига много денег не сделаешь. Ладно, врачи еще могут в частной больнице много денег сделать. Скорее как учитель, да? Ты идешь туда, потому что твое призвание, тебе нравится обучать, или как журналист тебе нравится расследовать. Но
или, не знаю, там, просто заниматься информацией, но ты не сделаешь на это много денег. Но если тебе это нравится, займись этим, чем-то другим. Потому что, короче, ты будешь хотя бы кайфовать. Потому что мы же большую часть времени в жизни проводим на работе. Короче, я сейчас приблизительно оценку скажу, что в среднем, мне кажется, наша зарплата у многих журналистов, именно в Бишкеке, да, не в регионах, я думаю, это примерно 300-400. Долларов это в суммах сколько? 30? Да, ну, короче, мне кажется, порядка 30 тысяч. Конечно, в других организациях, я сейчас, как типа на Азатык, там, в настоящее время, у них, конечно, зарплаты порядка выше, да. Но я их просто убрал, просто сделал среднюю оценку. Да, ну вот средняя. Да, Сколько? в среднем, мне кажется, только и получают. А в регионах не знаешь, сколько? Я не знаю, я там уверен, что гораздо меньше. Короче, я считаю, что надо заниматься тем, что приносит удовольствие. И когда ты занимаешься тем, что тебе приносит удовольствие, в какой-то момент ты начнешь этим заниматься настолько хорошо, что это начнет приносить хорошие деньги. То есть главный совет, главный посыл абитуриентам – это… Заниматься тем, что вам нравится. А теперь возникает вопрос, да? А как понять, что тебе нравится? Вот. Вот как ты понял, что… С одной стороны, это круто, когда ты безбашенный такой. Я посмотрел «Сьюз», этот «Форс-мажоры» сериал, и такой типа, о, я пойду на юриста. И другое дело, когда ты отучился, оплатил деньги. Да, потратил сколько там? 3,5 тысячи долларов. Да, понимаешь, что это мне нафиг не интересно. Да, и ты такой… деньги на ветер. Мне кажется, очень просто. Кто-то это сразу понимает. Я, например, может, до конца не сразу понимаю. Но я думаю, прикол жизни в том, что ты можешь на протяжении всей своей жизни экспериментировать настолько много, насколько ты хочешь. Потому что нет какого-то универсального смысла, и каждый его создает сам себе. И ты волен делать, что хочешь, с кем хочешь. И я не знаю, у тебя настолько много свободы В жизни. Да, в жизни, что ты, в принципе, можешь экспериментировать сколько хочешь. Главное, что ты сам себе не создаешь. Обычно, мне кажется, люди сами создают проблемы, сами создают рамки. Это так легко говорить, на самом деле. Да. Но вот когда, например, я пытался понять, что я хочу, я понял, что я не знаю, поэтому буду заниматься Что тем, попадется. что попадется, и тем, что будет нравиться. И потом, не знаю, мне кажется, очень важно быть честным с самим собой. Я думаю, люди не всегда честны с самим собой. Я редко вообще встречал людей, которые честны с самим собой, очень редко. Когда, мне кажется, ты честен с самим собой, ты можешь понять, порефлексировать, ну и посмотреть на свои ощущения. Понять, что тебе ближе, где комфортно или нет. Потому что если послушать себя, ты поймешь, а тебе комфортно здесь, а где комфортно с этими людьми. Если так спокойно подумаешь насчет этого и поймешь, а нет, вроде нет. Ну, попробуй сменить обстановку людей, и может тебе станет гораздо приятней. Да, вот возвращаясь касательно учебы, что-то мы расскажешь, сколько ты платишь, Да, и как так получилось, что ты платишь, и как так получилось, что ты платишь такую маленькую сумму, потому что в АУЦА такую сумму за год платят, а ты тут за 3 года. Если не больше. Да, если не больше. Не, она, честно говоря, у меня большая сумма. Короче, мое обучение стоит около 5 тысяч долларов за год обучения. Это за 3 года получается 15 тысяч. А, что? А Да. я думал, это полностью. Не. Тогда неправильно понял. Да, и вот, короче, когда я это поступил, я должен был поступить бесплатно. Я вообще 3 раза подавал на одну и ту же программу, чтобы поступить бесплатно. И мне 3 раза не хватало балла по математике. Это, короче, для тех людей, кто сейчас поступает. Подожди, а математика, ты GRE? Нет, это внутренний экзамен Министерства образования. Это, короче, местный кыргызский экзамен в Кыргызстане. Подожди, вот с Венгрией есть соглашение о том, что мы посылаем столько-то студентов, и в этом году, по-моему, бюджетных мест больше сделано, да? Как это, как это называется? Грантовые места? Грантовые места, да. Ага. И в итоге ты подавался, и там нужна математика? В итоге, короче, такая штука. Университет берет тебя, у него там свои критерии по сочинению, по другим вещам. Есть второй отбор. Они говорят, Министерство образования в Кыргызстане, вот есть столько мест, вы должны выбрать тех, кому дадим места. Министерство образования само должно решить, как он это сделает. И каждая страна, их там больше 40 стран по всему миру, сама решит, как это сделать. В Казахстане там более справедливая система, они там смотрят на TOEFL, там твои какие-то данные другие. У нас решили смотреть на знания истории Кыргызстана, там, на математику, и неважно, какая у тебя профессия. У меня с математикой большая беда, я ее очень плохо знаю. И я 3 раза подавал на эту программу, и 3 раза не проходил по математике, из-за математики именно. И в какой-то момент я такой уже смирился. И, короче, если кто-то из вас подает много раз куда-то, да, вообще не отчаивайтесь, это нормально, типа, если вам делают
типа, отказывают. Это абсолютно нормально. Типа, если вы в университет подаете или на программу, это абсолютно нормально, что вам отказывают. Я вначале не особо было приятно, да? А потом я как-то смирился, и было вообще норм. Абсолютно норм. И, короче, когда я поступал в университет, Ага. я поступил с девушкой, она поступила бесплатно, а я нет. И мне надо было решить, а что мне делать дальше. И я подумал, что мне гораздо дороже То есть ты не хотел время. отпускать ее? С одной стороны, да, и там было много факторов. Я хотел, с одной стороны, вместе поехать, как клево же, вместе, типа, в Европе учиться, вместе путешествовать. Мы, типа, там, в Германию вместе ездили, это было очень кайфово. И я такой... В тот момент надо было решить, короче, что делать? Остаться здесь или в другой университет подавать, или здесь учиться? Я, короче, подумал, мне гораздо дороже время, я не хочу пускать время, потому что, мне кажется, деньги всегда можно заработать, или сделать упор, чтобы их заработать, как-то усилия какие-то сделать, а вот со временем фиг с ним. Короче, время пролетит, и все, короче. Все, посеял свое время, и все. Я поэтому решил, надо быстрее это сделать сейчас. Уж лучше я буду учиться платно, чем бесплатно. И у меня всегда была мысль, что за учебу не надо платить. Я не знаю, я рос такой мысль. Я не знаю, потому что мы тоже... Я какой-то в импортной среде или да, что-то. вот не только у зрителей, у меня, когда ты сказал, что ты платишь за учебу, я такой вообще диссонанс. Я такой думаю, Как этот человек сначала говорит, что лучше бы закрыли университет. А потом Да. этот человек говорит, что круто, когда ты не должен платить за учебу. А потом такой, я плачу за учебу. Да, еще я такую плачу за большую учебу, я сумму, еще и учусь такой в думаю, университете. И, короче, это так случилось, я подумал, ну окей, надо попытаться поменять свое отношение к этому. Я это воспринял для себя так, что я типа инвестирую в самого себя, Мгм. и пока я молодой, я буду работать и все деньги, заработанные, вкладывать в собственное образование. Неважно, это будет университет, курсы, я буду делать так, чтобы я становился чуть-чуть умнее, хотя бы чуть-чуть на капельку, и попытался получить так много навыков, можно больше. Ты не жалеешь об этом? Не, вообще ни капельки. Ну вот честно, ни капельки прям. Ну, первый год, когда я платил, потому что родители помогали, я же не мог сразу платить, потому что они платили первый семестр, а я только второй. И, конечно, короче, так не получилось, что я за короткий период времени заработал достаточно много денег, чтобы жить в Европе, платить за второй семестр. И мне, короче, был декабрь, и в декабре я не понимал, я останусь дальше или нет. И мне надо было заработать очень много денег, чтобы остаться жить в Европе и еще платить за свою учебу. Типа там 2,5, еще плюс на жизнь. И я вообще не понимал, что мне делать. Я такой ходил туда-сюда, бродил. Потом мне выпала работа. Там. Там она выпала, но я здесь сделал, в Кыргызстане. Пришлось обратно в Краснодар вернуться, и мы снимали документальный фильм. И все деньги, полученные с этого документального фильма, я впустил просто в образование. Потом я в итоге посчитал, сколько денег трачу. Я думал, я в жизни столько не зарабатывал. И все полученные деньги я, типа, скидываю на эту тупую учебу. Я думал, вау, я мог бы уже что-то приличное купить, инвестировать. И, конечно, первый год я прям жалел, что типа так много денег даю. Но потом, говорю же, спустя время ты становишься как-то осознанным, спокойнее к этому относишься. И такой, ты при желании типа заработаешь столько, сколько реально хочешь. Просто надо постараться это сделать, если это твоя главная цель. Я к деньгам отношусь так, что типа многие люди думают, что деньги не делают человека счастливыми. Я вообще не такой сторонник. Мне кажется, только деньги делают людей счастливыми. Я всегда был сторонник такой мысли. И, короче, мне кажется, ты хочешь заработать, ты заработаешь. То есть, как ты относишься к такой теории, что мысли материальны, да? Да, я не знаю, это так работает или нет, но мне кажется, зависит от того, как ты относишься к проблемам, как ты в голове вообще выстраиваешь свою мысль, как ты это представляешь, потому что если ты это представил негативно, плохо, а потом и твое отношение к этому будет такое ужасное, и потом будет что-то не получаться. Потом ты будешь акцентировать каждый раз свое внимание на неудачах. А если ты себя, мне кажется, поставишь так, типа, более-менее получается, тебе будет казаться, что получается. И, возможно, на самом деле, у первого и второго человека одинаковое количество неудач и удач. Просто тому как-то это легче дается, и он меньше затрачивает, типа, энергии, стресса на это. Как-то челово, лайтово все проходит. Челово это что? Ну, челово, это не хочешь покончить там жизнь суицидом, потому что, типа, не можешь оплатить за учебу, да, или там сильно не паришься за это. Ага. Типа, говоришь, ну, все нормально, что париться. А ты сказал про родителей, что они платят. Касательно родителей. У тебя отец Камиль Баки, Камиль Рузиев, он активист известный. И сейчас большие траблы. Как ты относишься как ты думаешь, и что ты можешь сказать про активизм в Кыргызстане, и сравнивая со странами Центральной Азии, и если не сравнивать, то внутри, как это вообще происходит, какие процессы сейчас, и насколько сложно быть активистом, неважно в какой сфере, потому что
насколько я знаю, по всем новостям, какие бы активисты не были, их постоянно задерживают, какие-то траблы в последнее время особенно. Мгм. Не, я вот сейчас к этому очень хорошо отношусь, потому что когда я жил в Караколе с папой, я всегда думал, блин, господи, зачем это нужно? Это так опасно, и зачем нужно заниматься такими вещами? Я понимал, что это делает благое дело, но у меня мысль была, ну зачем ему это надо? Типа, такой умный папы- человек, зачем он мог заняться спокойным, чтобы никто его не беспокоил. Он и юрист сам по себе. Да, и он юрист, у него вообще 3 высших образования, он офигенно рисует, много чего знает. Я думал, нафига ему это нужно? Мог чем-то другим заняться и не В париться. итоге он открыл общественный фонд. Да, он же Ventus. общественный фонд Вентус, он работает правозащитником, он защищает людей от пыток, тех людей, которых пытают нас обычно сотрудники правоохранительных органов. И сейчас я понимаю, что ему это очень сильно нравится, и я понял, окей. Ну, короче, ему эта сфера настолько сильно нравится, что он себя там нашел, как я вначале еще в нашем интервью говорил, хорошо, когда занимаешься, что тебе нравится. И у него сейчас из-за этого проблемы, типа, идет суд, и им там, получается, у нас специально ГКМБ сфабриковало дело, чтобы он больше не парил их и не беспокоил сильно. И, к счастью, он на свободе, он может заниматься дальше своей работой. И сейчас просто идут судебные тяжбы. Мы не знаем, как скоро это завершится. Я ставлю на то, что это в течение 2 лет может, скорее всего, завершиться. И, конечно, мы все очень сильно стрессанули. И я очень сильно прям офигел от этого всего. А раньше всегда были угрозы, но никогда это не материализовалось, не воплощалось в это во все фигню. А теперь мы пережили трейлер какой-то такой голливудский от начала до конца. И ты такой, вау, а когда же все закончится, когда конец? И вот даже после пройдя этого всего, ты открыл Башта, свое собственное дело, где вы не просто затрагиваете про политику, а еще общественную жизнь, затрагиваете такие вопросы, проблемы. Это же тоже часть активизма, потому что вы же это делаете не потому, что ваша работа, а потому что это сначала вот вам это нравится, а потом уже это работа. Да, потому что ты считаешь, что это важно об этом говорить. И вот как ты после отца к этому относишься? Потому что, мне кажется... Вообще, у нас ситуация такая в стране, что у всех появилась табу, самоцензура. Все стали осторожными. Все такие, не надо говорить плохо про президента, не надо говорить про тех плохо, не надо писать, потому что у тебя могут быть проблемы. Живи спокойно, не вмешивайся. Очень важно, чтобы такая мысль не проникла до конца. Я думаю, единственное, что у нас осталось в стране, ценное, реально ценное, так это свобода. И если сейчас ее заглушат, такой самоцензуру люди будут глушить себе и не говорить, потому что им не нравится, и они боятся, то мне кажется, это очень плохо. Мне кажется, нельзя этого допускать никаким образом. Вот цензура начинается тогда, когда люди начинают сильно бояться и впускают цензуру к себе и начинают фильтровать все, что они пишут. Нет, это хорошо, на самом деле, потому что надо брать ответственность за каждое свое слово, и никаким образом просто к тому, что люди перестают критиковать, ну, типа, власть начинает, они не хотят критиковать, не хотят выходить на марши, митинги, к этому очень негативно относятся. И это все очень на руку властям. Это прям очень сильно на руку властям, потому что есть большинство, которое пассивное, такое тихое, и ты можешь делать все, что хочешь, на их ресурсы же. И когда ты это позволяешь делать, это очень плохо, мне кажется. И вот то, что произошло с папой, конечно, сильно повлияло на меня, безусловно, вообще во всех гранях, которых это, возможно, повлияло сильно. Ну, я никаким образом не думал, ага, все, типа, я испугаюсь, типа, они кого-то испугали. Мне кажется, эта история делает всех сильнее. Мы не знаем, что будет дальше, но мне кажется, она делает, ну, типа, нас гораздо сильнее, увереннее в том, что, значит, мы займемся правильным делом. Тем больше таких проблем, ты понимаешь, ну, значит, все правильно. Потому что, ну, раз такая страна и раз такое отношение к правозащитникам, активистам, ну, это все очень плохо. И мне кажется, если ты адекватный гражданин, ты, наоборот, поддержишь таких людей. А если у тебя немного проблемы, то ты не знаю, может, ты недостаточно знаешь, и тебе кажется, что тебя это никогда не... Ну, тебя никогда не тронут, тебя никогда не будут пытать, тебя никогда не подбросят что-то. Если ты нормальный гражданин, твой бизнес никогда не будут отжимать. На самом деле так не работает. Тронут любого, и очень важно всем выстраивать такую среду. Это всегда вопрос построения среды. Надо сделать так, чтобы всем было комфортно, а не только тебе. И когда все люди выйдут из этой мысли, типа, из своего поля, им гораздо лучше станет страна. Я «Атаку титанов» смотрю, и там такая суицидники, или как там про этого главного героя говорится. Ага. Вот у меня сейчас в голове вот это пробежало, когда ты сказал, типа, ну нас это делает сильнее, мы еще больше делаем. Да, потому что, типа, это не так, что, типа, знаешь, око за око, нет, никоим образом.
Да, Просто но это наоборот то, что типа, на английском, да, есть же фраза вот эта вот doesn't kill you makes you Да, да, stronger. да, Что да, там? да. Конечно, это очень сильно повлияло на здоровье папы. Он прям очень сильно стрессанул, в больнице лежал, прям очень сильно. И я прям тоже сильно переживал, и, конечно, мама особенно с тем, что она эмоциональная. Но в какой-то момент, спустя вот полгода, ты начинаешь рефлексировать и к этому уже гораздо спокойнее относиться. Ты вообще, как человек такой очень адаптивное существо, он ко всему привыкает. И очень быстро привыкает, неважно, в какой ситуации находится. Наверное, еще если 2-3 года назад у меня спросили бы, что бы ты делал, если бы на твой папу завели уголовное дело, как ты себя вел, типа, я бы, наверное, прям не поверил бы во все это и сказал бы, конечно, типа, там, стрессовал бы, мне было плохо. Но нет, я думаю, все, что хотят такие люди, которые фабрикуют подобные дела, они хотят тебя испугать. Это главная мысль. Они тебя хотят испугать, чтобы ты сдался, чтобы ты это сделал. Я думаю, очень хорошо, что живем в стране, где мы понимаем, что очень важно вести все, ну, попытаться делать до конца. То есть ты за активизм, и ты говоришь... И у нас в стране активизм это... Ну, не то, что активизм, а свобода, это у нас все то, что осталось. Да, потому что, мне кажется, демократия – это про большой спектр вещей. Это и про честные выборы, и про то, что мы реально можем выбирать тех, кто нам нужен, тех, кто нам годен, их допускают к этому. И вообще в целом про то, что ты можешь там какими-то вещами управлять, ну, в плане ты можешь влиять как минимум на бюджет своего города или своего села. Ну, много про что демократия. Но в нашей стране настолько слабая демократия, единственное, что осталось от этой демократии, я думаю, свобода. И я думаю, это та свобода, которую, ну, нельзя упускать, нельзя делать так, чтобы свобода уходила. Мгм. Но это я, наверное, еще субъективно говорю, потому что же я занимаюсь журналистикой. Наверное, если я был бы бизнесменом или работал бы в другом секторе, конечно, наверное, выражал бы другую озабоченность. Что люди могут сделать в поддержку Камиля Рузиева? Что вы сейчас можете? Вот сейчас у нас... Такая небольшая реклама была, я думал, ты сейчас скажешь про Да, письма да, да. поддержки. Вот я тоже хотел сказать про это. Я знаю, у нас инстаграм-страница, да, там, где они могут посмотреть за Да, equality. equality.kg. Вы можете пройти туда, там есть... Там прямо на самом сайте, кстати, equality.kg, там есть письмо, которое шаблонное. Вы можете посмотреть, прочитать, ознакомиться с делом для начала. Всегда очень хорошо, когда вы сами ознакомитесь с делом, убедитесь, что происходит. Если вы считаете, что вы готовы поддержать моего папу, я буду очень сильно вам благодарен. Напишите это письмо, и я вам скажу только спасибо вам большое. И вообще каждый активист, который есть в Кыргызстане, каждый просветительник, я всегда ими удивляюсь. И не только в Кыргызстане, вообще в странах СНГ, именно в авторитарных странах, там, в Центральной Азии, в России. Мне кажется, это люди, большие храбрецы. Они делают то, что я называю, типа, они сеют что-то очень полезное и хорошее для общества. Но мы не можем сейчас почувствовать, возможно, знаешь, сразу все то благо, которое они делают. И, возможно, почувствуем гораздо позже. Как, например, там очень часто пример приводят про то, что вот женщины получили право голоса, да. Первые активисты наверняка, их тоже многие не любили, и как, наверное, сами женщины, так и мужчины говорили, ну зачем это нужно, да? Типа, оставайтесь спокойны, зачем это нужно, зачем вы, типа, меняете все. Ну, когда же это было так нормально, что женщина сидела дома и смотрела за детьми, и она абсолютно была не в равных отношениях с мужчиной. И, конечно, вот эти первые активисты, они казались всем дикими. Правозащитники сейчас скажут тоже всем диким, я думаю, в Кыргызстане, в Центральной Азии. Но то, что они делают, мне кажется, это очень важно. Ведь никто не хочет, чтобы кто-то подвергался пыткам. Да, согласен. Ты можешь рассказать про то, что ты сейчас делаешь? Потому что, мне кажется, твоя вот эта подкаст работа, если это можно назвать работой, или это просто дело, да, это, да, как это, развлечение, хобби. Сколько негатива ты уже получил, и ожидаешь ли ты негатив? Потому что у нас это в Кыргызстане, скажу, да, как называется, «Больше, чем секс», подкаст. И само название прям такое, знаешь, триггерное. Ты прям слышишь название, и у тебя в голове сразу триггер, потому что для нас это больше табу. И в общественном транспорте, я когда иногда слушаю твои подкасты, я это слушаю в наушниках. Дабы никто потусторонний не услышали, потому что ты там поднимаешь вопросы вместе с Алимой, такие как БДСМ, про контрацептивы, презервативы, про первый секс и так далее и тому подобное. И я такой думаю, блин, сейчас кто-нибудь услышит и скажет, ай, уят. Короче, мы делаем все, чтобы это не было уят. А почему нам важно, чтобы это не было уят? Потому что в нашей стране до сих пор остается высокий процент ВИЧ-зараженных, людей, которые болеют инфекционными заболеваниями, передающимися половым путем, а людей, которые делают аборты, потому что они вынуждены это делать. Я на самом деле за аборты. Мне кажется, очень
клево, что у нас есть такая возможность. Я надеюсь, никогда их не запретят, потому что нежеланный ребенок – это самое плохое, что может случиться с человеком. А тем более, если он узнает, что он был нежеланный, да, и как его потом расти. И очень много вещей, связанных с сексом, которые очень сильно влияют на нашу жизнь. Но люди не умеют говорить насчет секса. Они не произносят слово «секс». Они считают, что это естественно, что такое должно произойти. Можешь произнести 10 раз так? Секс, 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 секс. И когда-нибудь люди научатся это делать. Ага. И когда они научатся это делать, они, мне кажется, будут чувствовать себя гораздо увереннее, комфортнее в жизни. Потому что они смогут, во-первых, понять, чего они сами хотят. Как получить удовольствие в сексе? Есть очень простой лайфхак. Надо вначале самому понять, что тебе нравится. Если ты этого не знаешь, тебе очень сложно будет получить удовольствие, потому что тебя партнер может спросить, а как тебе нравится? А ты сам не знаешь, где нравится. И я думаю, очень важно, если ты хочешь чувствовать себя удовлетворенным, полноценным в жизни, это ведь просто общие знания. Например, ты же хочешь узнать, как устроен твой организм, как устроен твой мозг, что тебе важно кушать. И это те же самые знания, потому что То есть, ничем не прости, отличается. вот ваш главный посыл в чем? Наш главный Цель посыл, подкаста. да, мы хотим, чтобы люди не стеснялись говорить про секс, просвещались и воспринимали это естественно. Потому что когда начнут воспринимать естественно, будет меньше всяких болезней, инфекций, и они не будут стесняться об этом говорить, и будет гораздо больше счастливых пар, счастливых, типа, мне кажется, даже если это будет секс не в отношениях, а просто обычный секс, он гораздо лучше будет, когда человек просвещенный знает про это. Ну, типа, тебе сложно управлять чем-то, да, машиной, если у тебя недостаточно знаний, как это делать. То же самое здесь. Если ты хочешь получать удовольствие от этого, ты хочешь знать, как это устроено, ты должен просвещаться. То есть это ваша инициатива личная? Да, мы же с Алимой вместе это начали одновременно. У нас был тренинг по подкастам, у меня была идея про это Алима сделать. какая? Салима Ой, Джетенбаева. Салима. Салима, да, Мне Салима. послушай с Алимой. А, не, Я такой Салима. сразу с Пардаш. И вот мне повезло. Нет. И вот мне повезло, что мы с Салимой, я не знаю, мы совпали идеями, с мыслями, что это важно делать, про это говорить. Короче, очень много табу вокруг секса. Это создает уйму проблем, просто невероятно много проблем. Это связано в отношениях и просто со здоровьем, просто невероятно много проблем. А если люди научатся не стесняться про это говорить, просто разговаривать про это, то будет всем гораздо легче. Потому что, когда люди про это не говорят, особенно подростки, я сейчас говорю про подростков, школьников, только они получат информацию. Скорее всего, из тех авторитетов, кому они уважают. Ну, какие у них авторитеты? Это, наверное, ровесники, да? Ровесники, они создают только больше мифов. И эти мифы очень пагубные. Как-то на Клопе у нас выходило исследование про то, какие способы, как вы думаете, могут предотвратить беременность. Там назывались типа аскорбиновая кислота, подобные какие-то таблетки, потому что у людей реально очень дремучие порой представления об этом. Вот можешь касательно этого какой-нибудь факт сказать, такой вот прям не устрашающий, а такое для тебя прям удивление и шок привело то, что, я не знаю, ты вот во время подкаста, возможно, да, услышал касательно вот этой темы. Однажды, это в подкасте у нас было, вообще послушайте подкаст, больше, чем секс называет. Мы доступны на всех платформах. Это Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс Музыка. Где вам удобно, пожалуйста, слушайте нас. У нас есть еще Инстаграм-страница больше, чем секс. Можете там по ссылке посмотреть. Послушать, точнее. И вот самое необычное, что я услышал. Однажды нам рассказали про то, как ездили в одно село, обучали женщин использовать презервативы. Если просто, чтобы понять, почему презервативы я считаю очень крутой вещью. Есть очень понятная корреляция между уровнем преступности и бедностью и презервативами. И вообще эмансипированностью и независимостью женщин. Короче, мне кажется, это одно из лучших вещей, которые придумало человечество, это презервативы. Это просто гениальная вещь. Потому что люди все равно хотят заниматься сексом, этим занимаются. А презервативы помогают этим заниматься и не болеть. В первую очередь, презерватив это не про детей, а про инфекции. Не болеть, а второе, чтобы не получить преждевременно ребенка. И вот однажды в одном селе проводили такой тренинг и сказали, вот они на швабре приводили пример. Вот, типа вот швабра, из них надо надевать презерватив правильно. Швабра это мужчина. Нет, они вот поставили швабру, он был, типа, вместо полового члена была швабра. Они показывали на примере швабры, как правильно надевать презерватив. Одна из женщин на следующий день пришла и сказала, типа, что-то у нас не получилось, типа, оказывается, она сделала ровно так, как ей показали, типа, она на швабру так же надела презерватив. Это самое дикое, что я услышал. И во время подкаста это больше всего запомнилось. И мы с тобой в городе живем, и нам многие такие вещи кажутся такими естественными, типа, нормально про это говорить, типа, нам кажется, что мы про это знаем. Не знаю. Я на самом деле
чем больше, типа, вот занимаюсь этим подкастом, ну, уж скоро больше года будет, я понимаю, что как я много сам не знаю, и как много элементарных вещей, которые не знают другие люди. И ты сам постоянно удивляешь, сам просвещаешься, и ты офигеваешь от того, насколько люди стесняются про это говорить. Блин, я вот хотел спросить, но пытался не трогать эту тему, потому что боялся, что по времени не успеем. Но давай ты затронул корреляцию. Можешь рассказать теперь детальнее, вот в чем вот эта их связка между презервативами, между преждевременными родами, рождением, беременностью и рождением детей, и вообще какая между ними связь, вот ты сказал? Это, я сейчас вкратце скажу, но, Да. например, в книге «Фрикономика» это очень хорошо описано. Какая «Фрикономика», там прям очень хорошо описано про разные... Писатель? Фиг его Потом знает, найдем, я да, не вставим знаю, так, да. типа, технично. И там очень хорошо описаны многие исследования, статистики, и там, например, ложные представления какие-то статистики. И там, например, говорится о том, как, например, они пытались понять, что, если не ошибаюсь, в Америке привело к снижению уровня преступности. И как оказалось, одной из главных причин это именно были контрацептивы. С чем это связано? Дело в том, что когда ребенок появляется в нежеланной семье, в бедной семье, в такой среде, где очень сложно ему дать любовь, ласку, образование, элементарно хорошую еду, типа, чтобы там было full nutrition, да, типа, все нужные элементы для его роста, для его развития, для мозга, он может, легко попасть в не самую благоприятную среду. И чаще всего люди в таких местах вырастают, типа, с девиантным поведением или просто они вступают в криминал с кем-то, да, в бандиты. Или они все равно совершают какие-то мелкие преступления. Так происходит, потому что они вынуждены это делать, чтобы выживать. Потому что им так произошло, что в какой-то момент, к счастью, в Америке и в других странах презервативы стали доступными для всех, они стали дешевле, перестали об этом говорить как о чем-то плохом. И в этот момент появляется возможность не рожать ребенка, когда это не нужно. А рожать только тогда, когда ты реально хочешь, твоя семья, твоя пара к этому готова. С другой стороны, это еще большой плюс для женщины. Мы ведь, особенно в нашей стране, к счастью, это меняется, но очень медленно. Я думаю, что в этом есть какой-то прогресс, я думаю, что это гораздо сильнее будет, я не знаю, будет, мне кажется, больше катализатор для этого. Мы привыкли воспринимать, мужчин как людей, которые там где-то работают, и очень редко женщин, которые работают на высоких позициях, потому что женщины вынуждены сидеть дома с детьми, да. Но благодаря презервативам, благодаря таким вещам, можно поставить график того, когда вы хотите ребенка, когда нет. И если девушка хочет не сидеть с ребенком, а учиться, развиваться, она может быть на равных быть с мужчиной, а не быть привязана к этому. И я очень сильно хочу увидеть, на самом деле, больше мужчин, которые будут брать декретный отпуск, которые будут смотреть за детьми, пока их любимая женщина или любимый человек в паре будет ездить, что-то заниматься саморазвитием. И это меняется, конечно. Так или иначе. Презервативы очень сильно помогают снизить преступность и помогают сделать женщин более независимыми. Задал вопрос, да? Как ты можешь назвать? Можешь назвать топ-3 таких проблем в Кыргызстане? Бич, мне кажется, можно назвать, страны, населения. Очень сложно сказать, потому что, наверное, вообще, потому что появился интернет, социальные медиа, у нас доступ к информации такой, у нас каждый стал источником медиа же. Сейчас я перед этим, как отвечу на этот вопрос, хочу сказать, что, мне кажется, каждый из нас несет ответственность за сказанные слова. Сейчас, когда я буду что-то говорить, я буду говорить, как я ощущаю, да, просто благодаря своему опыту и то, как я думаю. Я очень мало что знаю в жизни, соображаю, но как я ощущаю в целом, когда я по стране езжу и разговариваю с людьми. Мне кажется, по моим ощущениям, одной из главных проблем нашего общества. Первое – это то, что мы живем в стране, где каждый хочет жить чужой жизнью. Это как? Это так, что ты хочешь жить жизнью соседа, ты хочешь иметь машину, как у соседа, ты хочешь родиться в другой семье, ты хочешь жить в другой стране, ты не хочешь... тебе кажется... Может, эта проблема, конечно, глобальная, но я, потому что в этой стране живу, ее лучше ощутить. Мне кажется, каждый из нас, многие, по крайней мере, у кого проблемы с этим, в целом ты ощущаешь, что это какая-то проблема в обществе, очень сильно недовольны жизнью, они постоянно хотят, как другие, потом у нас строятся какие-нибудь двухэтажные дома, где половина комнат пустые, и непонятно, зачем это строилось. И второе, мне кажется, мы как-то очень плохо себя любим, люди себя плохо очень сильно любят. Они постоянно... Ощущение, что они недостаточно кто-то, недостаточно что-то, да? Они недостаточно, хорошо работают, чтобы много попросить денег за свою работу. Или, они достаточно что-то знают, да?
или они или очень глупые, или очень некрасивые, или слишком толстые. Короче, вот эта проблема, не очень себя любят. И потом, мне кажется, еще где постоянно это еще родители говорят, типа, о, типа, давай, типа, учись, или ты там плохо учишься, вообще с кем-то вырастешь, потом общество тебя нагнетает. А потом еще в социальных, в Инстаграме, да, особенно, я именно про Инстаграм говорю, там же Инстаграм про картинки, визуал, ты это видишь, и тебя нагнетает вот это все, ты такой живешь в мире зависти, где у всех тебе кажется, что все хорошо, а у тебя все плохо, это усугубляется, Ага. ты еще себя не любишь, и это, короче, кошмар настоящий. Если ты себя не нашел, ты не занимаешься своим делом, которое ты passion about, то вот только в моменте поиска это тебя сильно угнетает, мне Это кажется. второе. Да, это второе. И третье, мне кажется, у нас люди, с одной стороны, добрые друг другу, Ага. с другой стороны, мне кажется, люди друг друга не очень сильно любят. У меня такое ощущение. Вот первое, второе было про любовь к себе, а третье отсюда тоже. Вообще у меня все связано с любовью. Потому что, мне кажется, это фундаментально в жизни. Вот третье, мне кажется, люди все равно не очень друг друга любят, не доверяют друг другу. Именно друг друга или в Да вообще- целом вот прям по национальности имеется в виду? Да, не, в целом друг другу. Типа, Потому что, например, когда приезжают из других стран, по-моему, отношения чуть лучше. не, мы очень гостеприимны, мы супер гостеприимные, очень то же время- вежливые. У нас есть очень клевая традиция, типа, обожаем там старших, всегда уступаем место маршруткам, потому что там женщинам, пожилым, всем подряд. Вот здесь какие-то формальности, да, которые не нравятся. С другой стороны, мне кажется, как-то это... Я говорю про простые рутинные дела, когда ты заходишь в магазин, когда ты стоишь в маршрутке, когда, я не знаю, ты с кем-то общаешься на улице. Как-то очень много недоверия. Вот, я думаю, недоверие связано с тем, что у нас не работают законы, а общество, ну, в целом экономика все очень плохо, и как-то люди немного с каким-то чувством недоверия друг к другу относятся. И мне кажется, ну, не знаю, это немного меня печалит. И за счет вот этой нелюбви друг к другу ты много видишь тоски, печали иногда в глазах у людей. Боли какой-то и больно самому от этого всего. Вот, ты можешь теперь ответить на все топ-3, которые ты сказал? Первое про ненависть, а про этот, как это было? Второе это было про нелюбовь к себе, третье нелюбовь к другим, а первое у нас было про... Сейчас да, попробую это как-то правильно, Да, вот короче, лаконично сформулировать. и ответы к нему. Мгм. Например, если первое про то, что люди сравнивают себя с другими, как Мгм. они могут перестать сравнивать? Потому что я тоже постоянно сравниваю. Это естественно, это же нормально, это сложно это не делать. Я просто думаю, короче, у меня есть мысль такая, что каждый очень разный, мы не можем все стать Илоном Маском, Марк Цукербергом, и очень важно это понять. Очень важно реалистично оценивать свой потенциал. И одновременно, да, ты можешь, конечно, не достичь. Я сейчас так говорю, я всем как будто крылья обрезаю. Просто мне кажется, когда всем говорят, что ты можешь добиться всего в жизни, да, это так и есть, может быть, все в твоих руках. С другой стороны, очень важно оценивать реалистический потенциал. Ну, ты не сделаешь все, ты не станешь другим человеком, ты не сможешь... У тебя нет таких же возможностей, как, например, у Билла Гейтса был, когда создавал, например, свою корпорацию. Ну, просто ты в неравных с ним позициях находишься, даже если ты супер умный, у тебя не получится то же самое сделать. И не каждый из нас может стать каким-то супер крутым гением или миллиардером, или какой-нибудь офигительно крутой моделью. Но не получится это сделать. Очень важно прийти к этой реалистичной идее. То есть приземлиться. Приземлиться чуть-чуть, понять, что мир несправедлив, это нормально. Многие вещи мы в жизни не выбираем. Мы не выбираем страну, семью, порой и соседей. Так получается, что не выбираем. Многие вещи мы не выбираем, за нас уже все решено. Часть вещей. Но, к счастью, если мы говорим про счастье, чувство удовлетворения, все эти вещи меняются. Потому что не так-то много на самом деле нужно для чувства радости и счастья. Если ты понимаешь, что ты, ну, типа, тебе не обязательно кем-то другим становиться, чтобы чувствовать себя удовлетворенным, то, мне кажется, тебе мысли успокоят. Короче, мне кажется, счастливый человек тот, у которого есть спокойные мысли, он себя принимает таким, какой он есть, реалистично оценивает свой потенциал. Мне кажется, счастливый человек чаще всего умный человек. Но если ты умный, ты всегда будешь счастливым. Если ты не умный, тебе сложно быть счастливым, мне кажется. Значит, если ты не умный. И я думаю, ты рефлексируешь, ты понимаешь, что тебе нужно. Если у тебя достаточно знаний, информации, скиллов, ты всегда добьешься, что тебе нужно. Не знаю, И вот если- здесь по поводу умного и счастливого мне наоборот Да, многие другое. люди мне говорят, а как у нас же много таких несчастливых профессоров, все такое. Нет, не то, что профессор, а у меня это наоборот складывается. Чем больше ты знаешь
и тем больше ты видишь мир, тем больше ты познаешь, тем больше ты понимаешь, что... Мрачность этого дремучего мира? Да, и ты такой, оказывается, все плохо. Я думаю, нет. На самом деле, если ты очень умен, ты понимаешь, что мир крут. Может, не умен, а мудр? Нет. Он может быть мудрый, я не знаю. Но мне кажется... Короче, я думаю, что ты просто смотришь на историю, ты понимаешь, что живешь. Самое спокойное время. У нас сейчас у всех есть ресурсы. Бедность давно поменяла свой термин. Мы не настолько бедны, как раньше. У нас все настолько дешево стало. Даже если у тебя нет элементарно денег, ты можешь пойти в секонд и купить за там, пару килограмм одежды, и ты хотя бы в тепле будешь в какой-то момент. У нас многие границы открыты. Ну и никогда человечество настолько хорошо не жило, как сейчас живет. Мы живем просто в мире переизбытка. У нас переизбыток всего, что есть. Сейчас мы как раз вернемся к экологии, плавно к этому веду. Мы живем в мире, где мы находимся, переизбытки всего. Единственное, что нам нужно, это себя ограничивать. Типа не купить лишнего, не взять ненужную одежду, потому что все дешево и доступно, ты можешь это легко взять. А нужно ли оно тебе или нет, ты особо не думаешь, потому что так устроено, что тебе хочется. Ты, короче, видишь, здесь все, тебе хочется, ты хочешь большего. Счастливый человек, мне кажется, отличается тем, что он понимает этого, он такой, он знает меру всему этому, он не будет желать большего, он как-то успокаивает тебя. И вот, короче, мне кажется, ты хочешь, дело все вокруг заставляет хотеть, а если у тебя достаточно знаний, информации, то ты понимаешь, что тебе точно нужно, а что не нужно. Блин, спасибо, что подвел к теме экологии. Вот теперь вопрос. Какие проблемы у нас есть и как ты думаешь по поводу нашего полигона? Потому что у нас в стране вообще нету перерабатывающего завода, но есть мелкие такие предприятия, которые перерабатывают пластик, которые перерабатывают, там, я не знаю, мыло. Точнее, не мыло, а вот из масла делают мыло. Ну, таких мелкие они, и человеку приходится, вот каждому кыргызстанцу нужно вдалбливать в голову о том, что страна не резиновая, страна не, я не знаю, не это, да, как его, и страну заменить нельзя. Беречь и оберегать. И, и это очень сложно. И как ты думаешь, какие Вообще, у нас да, вообще... про когда осознанность говорят, мне кажется, это нереально. Ну, мне кажется, короче, нереально вдолбить каждому кыргызстану осознанность. Вообще, каждому человеку в мире нереально вдолбить осознанность, потому что очень сложно. Понимаешь, что такое осознанность? Я не хочу быть снобом, который знает, что правда, что нет, потому что оно у всех разное, да? Да. И вообще вопрос экологии тоже он такой многогранный, там много разных точек зрения насчет этого. Я считаю, что благодаря гениальному капитализму у нас есть доступ ко всему, это дешево, это очень круто. Теперь мы должны за это заплатить цену. Вот. И я думаю, единственное решение, которое у нас есть, это технологическое решение. Короче, если мы живем в мире, где нам нравится зарабатывать и получать деньги, и потом тратить эти деньги, мы должны решить проблему экологии ровно таким образом. Как, например, решают проблему экологии в Европе. Они сдают пластик, когда это получают деньги, и довольно приличные деньги, да? Ты можешь там несколько бутылок сдать, ты можешь за это хлеб купить. Люди, кто бедны, они могут зарабатывать. У нас в Кыргызстане, кстати, с этим то же самое практически. У нас есть двойная переработка пластика. Вначале ее собирают то ли бездомные, кто этим занимается, а потом еще на мусорном полигоне собирают семьи, которые там живут. В ужасных условиях, кстати. И у нас есть переработка мусора, вот эта пластиковая, да, и, конечно, они решат всю проблему. Очень сильно хочется, чтобы люди перестали заботиться только о себе и перестали выкидывать хотя бы окурки от сигарет, да, это так странно. Вот что ты делаешь, чтобы достичь, скажем, к 2050 году, вот по Парижскому соглашению у нас? Мы подписывали, на самом деле Кыргызстан подписывал соглашение, мы вступали, но мы ничего не делали, вообще ничего. А вот что ты как единичное число, как единственный такой человек, ну не единственный, имеется в виду, как человек, отдельно, да, делаешь каждый день? Ну, Я, короче, отвечая на этот вопрос, скажу, что я считаю, что я как один человек ничего не решу. Очень важно, чтобы власти к этому пришли и решили. Особенно мне очень важно, чтобы это решили власти Китая, Индии, Америки, самых многонаселенных таких стран, которые находятся ближе к океану и выбрасывают дофига мусора. И мне кажется, очень важно, чтобы... Короче, я просто не ответил на твой предыдущий вопрос до конца. Сейчас я перейду к твоему второму вопросу. Мне кажется, единственное, что решит проблему экологии, это сделать так, чтобы было гораздо... Короче, альтернатива всему этому была дешевле, и людям было гораздо дешевле жить в зеленой среде. Если мы сделаем это выгодным, как сбыт мусора, как и вообще альтернатива, типа всю зеленую экономику сделаем очень выгодной средой, типа где, типа... У нас, например, сейчас в стране же сделали специальные квоты для машин, которые, типа, электрические машины, типа, которые содержат электричество. И, конечно, это не так прям все хорошо, но есть какие-то квоты, и это очень клево, что власти пытаются об этом думать, что-то делают. И я думаю, где будет больше преимуществ таких, и люди поймут,
что ему самому будет дешевле, типа, не использовать эти вредные вещи, а наоборот это делать, то, мне кажется, тогда он поймет. Или, например, то же самое, например, как побороться с курением. Мне кажется, просто сделать сигареты невероятно дорогими, по 500 сам за пачку сигарет, тогда вся страна перестанет курить одновременно, ну, прям сразу, в секунду, я думаю. Тоже я считаю здесь, если сделать огромные какие-то там просто штрафы за выброс мусора, при этом вести какую-то... наша страна, мне кажется, ведет, но просто недостаточно денег, чтобы в школах, в детских садах просвещать. Просто я думаю, что мы перекладываем эту ответственность, да, там, на воспитателей везде. Поэтому если в семье начнут про это говорить, и родители будут хорошим примером, то ребенок никогда не выбросит мусор на улице, никогда не выбросит окурок. Если родители попытались воспитать, он же в такой среде это не делает. То есть главная ячейка, главное это, да, посыл дается в семье. Да, главный посыл дается в семье, мне кажется, потом технологическое какое-то решение должно быть. Мне кажется, какой-нибудь появится другой Илон Маск, который придумает, что с этим делать. И вот, возвращаясь к твоему следующему вопросу, мне кажется, я как один человек ничего не решу, абсолютно ничего не решу, здесь очень важно, чтобы власти решили. Но что я делаю дома? Я всегда мою свой пластик, всегда мою весь пластик, всегда его... у меня есть специальная полка, где я сортирую весь свой пластик и туда откладываю стекло, пластик, потом лампочки и батарейки. Я сюда все откладываю. Я очень долго думал, куда сдать это все, и потом мне в Ололо сказали, что можно здесь сдать. Поэтому можно сюда привезти в Ололо. Если, кстати, вы живете в Бишкеке, не выбрасывайте батарейки, лампочки, вы можете все привезти в Ололо. Насчет лампочки я не уверен, но батарейки точно. А еще лучше есть приложение Тазареп. Это не... Реклама? Это не реклама, интегрированная реклама. Тазареп. И по поводу машины ты классно сказал. У нас вот есть, я знаю, Kazana.kg, это классная такая компания, которая сейчас переходит на альтернативные источники энергии. Они вот завозят как раз-таки вот эти машины. И у них были траблы, потому что они мне рассказывали, но они завозят такие машины. Если интересно, то тоже где-то вот здесь будет этот. Мы, наверное, уже подытожим по чуть-чуть, да? Можешь теперь... Такое последнее, про экологию мало затронули, но сказать от себя что-то личное, если есть, ну, если хочется, да. Я хочу вот что-то... Да, сори. Смотрят в основном такая молодежь, и вот что ты можешь дать от себя, такое, оставить такую частичку себя. Есть простой посыл, который очень классический, всем надоел, наверное. Типа, если хочешь поменять мир, поменяй себя. Он звучит настолько обыденно, да, и не хочется его прям озвучить постоянно, потому что уже все это сказали. Но в этом, на самом деле, много что есть. Если прям вдаться, прослушать это предложение, я думаю, там на самом деле много что есть. Не надо стараться менять мир, не надо там стараться менять вокруг себя. Просто попробуй попытаться поменять свое отношение к себе, то, что ты делаешь. Если ты хочешь, чтобы в мире все было хорошо с экологией, ну, посмотри, как ты сам потребляешь материал, как ты выкидываешь мусор. Начни с этого элементарно. Если тебя что-то беспокоит, попробуй сам начать решать. Потому что ты потом поймешь, насколько это все сложно, и, может, ты поймешь, почему это все так быстро не решается, и не будешь так много скафнить, ну, попытаешься других людей тоже понять. И очень важно, если ты начнешь это делать, понять, что в нашей стране, на самом деле, ты же сейчас привел пример, да, приложения, например, сайта, есть возможность не выкидывать батарейки, лампочки, господи, можно все сдать. Просто это не так сложно. Вот у меня есть полка для пластика, а раньше жил в другой квартире, мне было неудобно, я хранил все на балконе. И это реально немного неудобно, да? Но ничего страшного, это все работало. Потом я познакомился с одним бездомным, который собирал пластик, я взял его номер, когда мне накапливался достаточно пластика, я ему звонил, и он прям с квартиры забирал. Это Капец. было очень удобно, знаешь? Удобно. Это очень удобно было. И для кого-то это деньги. Тот пластик, то стекло, которое у вас есть, для компании это деньги, для этих людей это заработок. Ну, от того, что ты там лишний раз это помоешь, чтобы человеку было приятно забирать это все, ну, я думаю, руки не сломаются. Вы просто уделили лишнюю минутку времени, да? Короче, мне кажется, если ты себя поменяешь, легче потом думать об этих всех проблемах. Еще я считаю, что, с другой стороны, благодаря пластику все стало очень дешево. Все стало супер дешево, доступно. И пластик тоже решает много проблем. Например, мы знаем, что пластик делают из веществ, которые делают из нефти, поступают. И вот эти вещества, они уходят в атмосферу, они очень вредные. А пластик решает эту проблему, с одной стороны. С другой стороны, например, почему в Европе там сейчас думают насчет альтернативы пакетам, да, и очень сложно найти, очень сложно, потому что они изучили и поняли, что если вместо пакетов пластиковых они будут использовать бумажные пакеты, да, это вдвойне вреднее всему миру, и типа давайте не делать этого, они отказались от этой идеи. Короче, мне кажется, будет какое-то технологическое решение, которое уже есть по переработке, да, пластика. Нефть скоро закончится, ну, возможно, даже не при нашей с тобой жизни, но у нее есть конец. И все, что связано с зеленой экономикой, у него будет огромный бум.
Я прям вот 100% уверен. Ну, людям хотелось бы, придется чтобы делать. это не так, что как в фильмах этого, да, как Теннет, я забыл. Мгм. Помнишь, где у них была возможность возвратиться обратно, убить свое прошлое, чтобы ресурсы хватили на будущее? Я Не не хотелось бы, не чтобы знаю. люди вот при смерти такие Да. поняли это, а потом такие, А так, что сейчас уже вот понимали и действовали как. Я говорю, мне кажется, наша молодежь это понимает более-менее. Но предпринимать мало, потому что от Предпринимать мало, государства да. нет толчка, да, помощи. Ну, я думаю, очень сильно не ценим, в какое спокойное время с огромными ресурсами живем. У нас в Кыргызстане очень дешевые коммунальные услуги, дешевый доступ к воде, ко многим подобным. Сейчас меня начнут бичевать и говорить, мы и так бедная страна, что ты хочешь что-то дорогим сделать? Просто я думаю, что если... Вот мы платим так мало за мусор, просто то, как мало сотрудники тазалык получают, да, и как они убирают с утра до вечера мусор, они все сортируют, там, убирают, все выкидывают. А ты, короче, каждый день берешь, выкидываешь мусор, платишь за это 50 сомов, а ты за месяц выбросил там дофига мусора. Ну, я думаю, я когда-нибудь надеюсь, что у нас начнут принимать непопулярные меры. Когда начнут власти принимать непопулярные меры, это начнет решать проблемы. Потому что нет денег в бюджете. Откуда их брать? Ну, нет денег. Ты не можешь постоянно рассчитывать на какой-нибудь грант, это очень сложно. Хотя у нас вот есть гранты на на завод, который 1000 лет не могут построить, да, переработки мусора. Нариман Тюлеев обещает его построить. Я очень надеюсь, что он никогда его партия не пройдет, он сам снова не будет мэром. Короче, мне кажется, что несколько важных поинтов, да, чтобы резюмировать. Давай. Много зависит от тебя, Мгм. потому что должен начать себя менять. Просто свои отношения. Это очень важно начать делать. Второе, почему переработка мусора, вообще все это очень клево. Надо начать прививать культуру. У нас многие думают, а куда выбраться весь этот пластик, что с ним делать? Не переживайте, это очень выгодно, компаниям это нужно, они правильно куда это нужно выбросят. И самое главное, сейчас сеется культура, чтобы люди научились сортировать. Это не происходит в секунду. На это, может, даже целое поколение нужно, чтобы люди научились это делать, а потом мы там своим детям скажем, вот так на самом деле правильно. И третье, наверное, я не думаю, что каждый из нас сможет решить проблему, но если мы начнем об этом заботиться, об этом говорить, то, возможно, наш сосед, какой-нибудь там будущий политик, или вы сами призадумается об этом и попытается сделать так, чтобы на этом сделать упор. Пока на проблему с экологией в Бишкеке откладывается очень мало денег. И я думаю, после того, как начнет гибнуть больше людей от смога, прям не то что массово, начнет все больше и больше людей. У нас уже и так много людей погибает из-за этого. Есть корреляция между смогом и смертью людьми, и там с болезнью связаны с этими. Но люди этого не знают. Я думаю, когда это будет настолько очевидно, как с людьми, которые болели коронавирусом, тогда начнет все решаться. Но очень сильно хочется, чтобы мы до такого не доводили. Прям очень сильно хочется. То есть третий поинт это у тебя я забыл. Типа, знаешь, будет какой-то переломный момент. Мне кажется, мы живем в стране, где у нас ремонтируют мост, когда только он сломается. У нас не ремонтируют мост, когда он шатается. Типа, когда люди говорят, это плохо, типа, он сейчас куда-то упадет, умрет, у нас все равно как-то не думают об этом. А вот когда там кто-то умер, мост сломался, только начнут тогда его ремонтировать. Я думаю, если мы попытаемся осознать, что можно решать проблемы путем предотвращения, хотя сейчас в экологии настолько сильная проблема, что мы предотвратить уже ничего не успели, и сейчас хотя бы начнем это делать, сейчас у нас больше возможностей. Лет через 5-10, когда у нас будет гораздо меньше воды, у нас и так в этом году, возможно, будет верное отключение, потому что у нас и так воды мало. Это связано, наверное, скорее всего, с глобальным потеплением. Короче, люди думают, что климат это не про них. Короче, это вот где-то там говорят про глобальное потепление на Западе, а это их не касается. Вот нифига. Как только начнется верное отключение в Кыргызстане, если у нас не будет денег покупать электричество в другой стране, каждый из нас ощутит, что это проблема про каждого из нас. И важно, чтобы из бюджета выделялись на это деньги. А не там, чтобы ставить какие-то памятники не нужны. Круто. Спасибо большое, Азат. Тебе спасибо большое за просмотры. Ниже я как-то попытаюсь ставить твои эти странички, да? Страничку, башта, подкаст. Буду очень рад. Спасибо большое. Подкаст «Больше, чем секс». И твои личные, да? У тебя Телеграм очень круто развивается. У меня есть Телеграм-канал, да. Если хотите, подпишитесь. Ты там пишешь про бег? Да, я там пишу про бег, про свои подкасты, про свои странные мысли. Я не знаю, кому они интересны. Короче, почему я считаю важным разговаривать и вообще вести Телеграм-канал? 2 причины. Потому что я плохо знаю русский язык до сих пор. И мне очень хочется, чтобы я практиковал написание русской речи. И второе, мне кажется, когда я артикулирую, формулирую свои мысли, я так лучше запоминаю и лучше понимаю, чего я хочу. Нет, когда я пишу, я прям осознаю свою мысль. Когда я ее
озвучиваю, я тоже лучше запоминаю. А когда я храню в себе все это, все, что я узнал у других, или все, чем хочется поделиться, это так слишком быстро забивается и не Круто. формулируется. Круто, молодец. Спасибо большое, что вообще уделил время. Тебе спасибо большое. Спасибо медиашколе Кабарейжа, которая поддержала наши выпуски. Смотрите, там несколько видео будет выходить, и дальше буду стараться вести YouTube-канал. И спасибо медиашколе. Медиашкола, она не причастна к самому контенту. Но Думаю, ты показываешь на него, казат не причастна. Нет, имеется в виду, к контенту не причастны, что мы тут не говорили, не относятся к ним, а в целом они поддерживают идею и помогают. Вот, спасибо большое, спасибо вам. Спасибо большое.